розовые такие облака вон с правой стороны. Красивенько. Фу. В отделение. Да хватит. Сейчас назад будет почти спуск, а там по трассе этой стороновой жахнем. Ой. Красота. Спору нет. Сейчас стану на ветер. Вот он уже есть. Да, летом, когда ветер, это кайф. Жара и ветер вообще. Ты ветру именно радуешься. А в такую погоду ты ветру не радуешься нифига. Потому что холодно. Понятно, что это не зима, но тем не менее. Все равно. Так, тут можно свет пока потушить. Красиво, да, с правой стороны. Вот уже кто-то едет назад. Пофоткались. Пофоткались, теперь можно ехать домой. Ну а что, так и есть. Когда тут ветер, здесь особо делать нечего. Долго. Так, только чуть-чуть побыл и все. И хватит назад проехать. Фу. О. Столбик есть такой, наш столбик. Опа. Вот мы тут ставим вот так. Осторожно, все. Вот такая красота здесь. Вечерняя. А вот я спускаюсь вот там еще, вот там раз вниз пойдет, и потом дорога пошла туда дальше. Вон закат там. Такая красота. Так, ну чё, выбираемся отсюда. Я думаю, как ехать. По трассе или поедем через этот, через
виноградники. Еще, в принципе, не так темно. Можно и нырнуть. Даже не знаю, как лучше. Ну, хотя через полчаса уже будет и темно. Поехали, наверное, все-таки по трассе этой, как мы ехали. Холодно, да. Вот сейчас теперь ветер. Холоднючий, причем капец. Хорошо, что я взял шапку, да еще и запасную такую, кофтеечку, потому что пипец. Задувает без процентов. Спуск 10%. Да, ветра эти, как они уже надоели. Ладно. Ветра. А надо ехать. Приедем домой. Примем горячий душ. Чаечек. Да, песня. Хотя время еще есть свернуть направо здесь. Ну что, едем, нет? Или ну его в баню? Не, поехали, ладно. По трассе поехали. Пойдем по трассе. Посмотрим красоту еще. Красота, ляпота, Карадах, озеро, Коктебель. Да, не, все-таки на вот велосипеде лучше всего. Едешь, скорость небольшая, рассматриваешь, смотришь. На машине, мотоцикле ты фу, пролетел, все. Все-таки да, велосипед есть велосипед. На машине, ну, понятно, что на машине ты быстрее проедешь, дольше, там все это, комфортом, но там свои плюсы, здесь свои плюсы. Так что везде свои плюсы и минусы. Кто-то едет на звездопад воспоминаний. Вот люди любят все равно приехать вечером, посмотреть, как огни все вот это светятся. Вечерний все-таки звездопад, он, да, по-своему красивый.
Тем более в Коктебеле, ну, не то что в Коктебеле, а рядом с Коктебелем, то есть в районе, в общем, в районе Феодосии такое место одно. Феодосия, Коктебель, Орджоникидзе, поселки все эти, все то, что рядом с Феодосией, вот, одно такое красивое место. Так что, да, кайфово. Но дело в том, что в районе Феодосии мало красивых мест, куда вот можно поехать посмотреть. Мало. Ну вот это место, потом какое еще место? Ну, в курортное поехать, пройти пешком по Карадагу с экскурсоводом. Потом, что еще? В Орджоникидзе только пешие, сам гуляешь по горам. В Феодосии вообще там ничего нету. Генуэзская крепость, там одни руины. Галерея там Айвазовского, что-то там еще, там, ну, то такое особо на 5 минут. Вот. А так, чтобы именно, да, такие красивые места, тропы, там, водопады, все это, конечно, да, надо ехать туда, в Алушту, Ялту. Там и тропы, там и замки, дворцы, там и красивые места всякие, Айпетри, все дела. Там, конечно, мест, да, побольше. Намного. Ну и там зимой кайфово. А здесь зимой вообще делать нечего. Холодина, да еще и ветра зимой такие, что фу. Так что как-то так. Еще одна едет. Вот они, любители. Сейчас встанем на секундочку. Включим освещение. Еще он едет, машина. Все едут, да. Все куда-то едут на звездопад этот. Что им там надо на этом звездопаде? Сидите дома, блин. Нет, они все едут на этот звездопад. Как и мы, собственно говоря. Все, поехали домой в Орджоникидзе. Проверим старую-новую дорогу. Девочка на красоте, короче, но ветром на душе. Я хочу дней, полетел на ватне, опускаю окна. Я стану в такси, я накрываю волны. Эту ночь мы настолько запомнили, как газ на полную. Пишу на голову, над городом, и мы снова гуляем без повода. Но то, что люблю, мы не думая, и в глазах безопасная молода. Это туман над городом, и мы снова гуляем без повода. Мы жалеем всегда, 15% спуск. Знаю точно, ведь очень быстро пройдет. Мы спешить не будем. Давай запоем с тобой. Знаю точно, ведь
дороге. По Старановой дороге. Да, песня. Просто песня. Красота. Красота, ляпота. Тут и на шоссейнике можно втопить нормально, и на обычном велике. А на электричке вообще прям можно тут жарить. По такой дороге, блин, офигенной. Но они сейчас будут стелить еще один слой, чтобы уже полностью закончить. Вот у них техника стоит здесь, с правой стороны. Вся техника еще стоит. Что еще будут делать? Кого там сзади нету? Ой, забыл посмотреть, сколько расстояние. Блин. Ну вот именно вот эта полоса на звездопад воспоминаний. Ну ладно. В другой раз. Сейчас у нас показывают 44 километра. А на часах? Ладно, потом посмотрим. Дома посмотрим. Посмотрим дома, сколько будет километраж. Фух. 70 ограничения. Мы должны уступить дорогу. La música suena, la noche de cristales, belleza es vela, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza es vela. Romalea sin falar, o matelano de samba. 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 100 метров. Идут церемонные работы. О! Что-то тут трясет.
неровно. Ну да, есть такие, типа, бугорки, чи что. Ну не то, что бугорки, а такое, как... Ну такие небольшие, как вот бугорочки. И так покачивает. Так что еще, да, будут еще ложить. Ложить слой, равнять, чтобы чики-пики было. Чтоб было чики-пуки. Чики-пики-пуки-пуки. Не, вообще так. Просто офигенно. Дорога такая, катишь себе. Я понимаю, что тебя не жалю, и проиграю, мне не На закат, розовый рассвет, 40 мы идем. Закат, розовый рассвет. Сзади никого нету. Горы, горы. Горы, горы. Нас зовут горы. Но не сегодня. Мы едем к вам. Сзади никого нету. 37, 39, 40. Хорошая скорость. Ветрено дует, да, ветер. Но уже вроде как не такой холодный. Или это то, что я уже привык. Так что так, да. Ладненько, мы уже почти дома. Так что до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.